Имя российского дипломата Бориса Пастухова известно многим в нашей стране. В период Отечественной войны народа Абхазии он был представителем президента России Бориса Ельцина и участвовал в переговорах по урегулированию грузино-абхазского конфликта. 27 июля 1993 года в Сочи было подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня в Абхазии. Это соглашение было первым международным документом, где нашу страну фактически признают. Он был, насколько это возможно, объективен. Он глубоко знал, в отличие от других чиновников, знал ситуацию в Абхазии, в Грузии. Он знал историю взаимоотношений Абхазии и Грузии. Ему было в этом смысле, не нужно было ему снова вникать, ему нужно было просто справедливое решение проблемы. Но справедливого проблемы решения они не ставили перед собой. И Борис Николаевич был вынужден проводить ту линию, которую ему определил президент. В России были различные настроения, конечно. Она разная была, большая часть России поддерживала Абхазию, но руководство, оно было иного мнения. Настоящее его, так сказать, мнение об Абхазии мы узнали после того, как пришло признание со стороны России, признание суверенитета Абхазии. Он много раз выступал по поводу каких-то событий в Абхазии, и он выражал свою поддержку признанию, он говорил о справедливости этого решения, и он всей душой желал нам, конечно, процветания, желал нам продвижения. Борис Николаевич с Владиславом Григорьевичем были, конечно, сложные, конечно, отношения, когда настаивал Борис Николаевич, он вынужден был на подписание того или иного документа, на соглашение с каким-то пунктом. Мы, конечно, естественно, не соглашались, противоречия были, но я чувствовал, что между ними было глубокое уважение. Это, так сказать, после смерти Владислава Григорьевича высказывался Борис Николаевич очень тепло. Вот сейчас я понимаю, что вот эта упертость, эта неуступчивость Арденбе были его несомненным достоинством. В период войны Борис Пастухов часто приезжал в Абхазию и фактически представлял на территории республики все политическое и дипломатическое руководство Российской Федерации. С течением времени пришло понимание, что этот человек был тем мостом, который позволял довести нашу боль, наши проблемы, наше отчаянное подчас положение, особенно в мартовский период, до российского руководства. Другое дело, что это человек, который служил государству российскому, но каким было это государство российское во главе с Борисом Ельциным, мы-то все знаем теперь. И в Министерстве иностранных дел России, которым руководил Андрей Козырев, наверняка Борис Николаевич Пастухов был самым русским и самым пророссийским человеком. И можно было обижаться, можно было ссориться с ним, что часто делал Владислав Григорьевич Арденбе. Но еще раз повторюсь, через него доносились наши проблемы, наши болячки. Этот человек, конечно, жил интересами России. События зимы 1994 года, когда в Гудаутах замминистра обороны генерал Кондратьев вывел российскую технику, миротворческий контингент, перекрыл все въезды и выезды из Гудаут. Ситуация была очень сложной, напряженной, и урегулировать ее тогда помог исключительно Борис Николаевич Пастухов, человек, который был на месте здесь в это время. После окончания войны Россия продолжила работу по урегулированию конфликта и вела переговоры с абхазской и грузинской сторонами. Борис Пастухов в качестве заместителя министра иностранных дел России сотрудничал с МИД Абхазии. У нас были постоянные контакты, и с Владиславом Григорьевичем Арденбе он встречался часто. Со мной в рабочем порядке мы работали над документами, обсуждали часто вопросы. Разные отношения были в процессе работы, и с Владиславом Григорьевичем бывали такие конфликтные такие ситуации, когда приходилось на повышенных тонах иногда разговаривать. У нас такие не всегда взаимопонимание было, но это была
тогда политика Российской Федерации во главе с Борисом Ельциным, когда отношения были значительно отличались от того, что у нас сейчас есть. Были рабочие моменты, были и нерабочие моменты, неформальные отношения были. Очень теплые воспоминания у меня о тех событиях есть. Я вот расскажу, как мы встречали Бориса Николаевича с Вячеславом Михайловичем Цугба. Он тогда был премьер-министром. А Борис Николаевич приехал с дипломатом российским Мироновым, который занимался тоже непосредственно Абхазией. И вот мы стояли в аэропорту, и я обратил внимание, я говорю, посмотрите, какая у нас четверка. Борис Николаевич, Вячеслав Михайлович, Лев Давыдович, Миронова так звали, и, говорю, Сергей Миронович. Ну, мы посмеялись все. Дело в том, что для молодых людей, которые не очень знают, наверное, историю, хочу сказать о том, что Борис Николаевич, понятно, так звали Ельцина. Лев Давыдович так звали Троцкого, одного из главных лидеров Октябрьской революции. Вячеслав Михайлович Молотов, известный министр иностранных дел Советского Союза, и Сергей Мирович Киров, это тоже известный политический деятель Советского Союза. Вот такая вот была смешная история. Борис Пастухов награжден многочисленными орденами и государственными наградами, в том числе иностранных государств. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.